Селям алейкум. В эфире программа «Крымский вопрос». И сегодня у нас не совсем обычная съемка этой программы. Мы находимся в руинах и в пыли Донецкого международного аэропорта имени Прокофьева. Ну, конечно, это декорации, потому что мы находимся на съемочной площадке фильма «Киборги», который снимается под Киевом. И режиссер этого фильма известный актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев. Селям алейкум, Ахтем. Алейкум салям. Мы действительно вклинились в работу съемочной группы, потому что совершенно невозможно Ахтема отсюда вытащить, поскольку съемки идут с утра до вечера. И, конечно, первый вопрос о том, что это за фильм, о чем он, ну, сколько можно рассказать сейчас на стадии подготовки. Это фильм, ну, собственно говоря, он рассматривает двухнедельный период ротации одного боевого подразделения, которое состоит из воинов различных воинских подразделений, добровольцев, кадровых военных, которые попадают на территорию Донецкого аэропорта. Ну и, собственно говоря, несмотря на то, что в нашем фильме будет достаточно много боевых сцен, компьютерной графики с международной кооперацией, прежде всего, это фильм не про войну. Это фильм про мир, который рождается внутри этой войны. У нас очень много диалогов между нашими главными героями о том, какую страну они защищают, что они здесь делают, в какой стране они хотят жить, насколько каждый из них готов участвовать в строительстве этой страны. И мне позволяет рассматривать такую проблематику, собственно говоря, мои достаточно частые встречи с бойцами, в том числе с теми, кого сегодня называют киборгами, для меня стало своеобразным открытием 2 года тому назад, когда я услышал, про что они говорят, как они говорят. В чем открытие было? Открытие в том, что обычно же мы представляем себе воинов как, по крайней мере, вот мое представление, да, это человек, который хорошо воюет, который четко исполняет приказы, ну и, собственно говоря, любит родину, понятное дело. Ну и вот примерно вот в такой вот системе координат было представление о войнах. Потом, мы же очень часто, по крайней мере, вот мое поколение, да, вспоминая про войну или говоря о войне, если мы предполагаем какие-то картинки, если какие-то картинки у нас возникают, то по большей части это фильмы того советского еще периода. Ну да, вот эти батальные сцены. Дело, может быть, не столько в батальных сценах, хотя они очень часто были сняты с высочайшим профессионализмом, но там на это работала вся страна, потому что очень четкое было понимание, что кино — это один важная из часть мощнейших... идеологии государства. Да, что это мощный инструментарий, благодаря которому могут озвучиваться смыслы, идеи, эмоции. Но для меня наиболее важным является в нашем фильме это как раз вот та вот попытка нашего заглавного героя, молодого человека, который, проходя через множество событий, трагедий, конфликтов, вот таких непростых диалогов, через понимание того, что война — это не парад, это грязь, это смерть, кровь близких тебе людей, это твоя возможность или невозможность перешагнуть через собственный страх. Но самое главное, что вот такие молодые люди, они, наверное, пассионарии по духу, потому что им не безразлично, какую войну они защищают, какую страну они защищают. Им не безразлично тот большой круг вопросов, которые, собственно говоря, существуют и сегодня в нашем обществе, и они про это очень много говорят. И они очень хотят участвовать в строительстве этой страны. И часто я слышал, что, прям такие программные вещи, что бы сделал тот или иной молодой человек, если бы у него была возможность, да, поменять в нашей стране там что-то. И для меня это очень важно, потому что я еще раз убеждаюсь в том, что, мы живем в великой стране, потому что страна — это прежде всего люди. И у нее есть будущее, я в этом уверен, хорошее будущее, потому что так много молодых людей, готовых соучаствовать в строительстве такой страны, в которой они хотят жить сами, и самое главное, в которой они мечтают, чтобы жили их дети. И для меня это очень важно. Поэтому я говорю, что наш фильм, да, он на территории войны, он на территории, в данном случае, да, защиты Донецкого аэропорта. Здесь сжатые обстоятельства, сжатое время, пограничные условия, в которых наиболее ярко проявляются все самые хорошие черты человека, но и, мягко говоря, это является такой лакмусовой бумажкой, да, по внутреннему стержню
если мы говорим о внутреннем стержне человека, потому что именно в пограничных обстоятельствах он наиболее ярко проявляется. А там насколько фильм документален? Ну, вот он художественный, это будет, насколько я понимаю, примерно двухчасовая Да. широкоформатная лента, ну, полный метр, да? Но насколько он документален? Потому что события-то близкие очень, и люди Ну смотри, близкие. во-первых, наш сценарий, который написала Наталка Ворожбит, он основан на воспоминаниях совершенно конкретных людей. Тех, вот, некоторых из тех, которых сегодня называют киборгами. Это воины различных подразделений, как кадровые военные, так и из добровольческих Ну, из гражданки, батальонов. люди, пришедшие защищать Родину. Да, да, да. И для нас, конечно, это было очень важно. Во-первых, они консультанты нашего сценария. Они вычитывали сценарий, вносили свои поправки, и мы их, соответственно, к ним прислушивались. Практически каждый день на нашей площадке присутствует тот или иной воин, который консультирует наших ребят. А для наших ребят, для актеров, это неимоверная поддержка. Приезжают люди, не только воины, там Леша Мочанов был, Василь Веростюк был, там журналистов очень много приезжает, там государственных деятелей достаточно много приезжает. Для нас это большая поддержка. Мы понимаем, что то, что вот мы сегодня делаем, оно не в вакууме находится, да, а люди этим интересуются. И, конечно, прежде всего, те ребята, те воины, ну, собственно говоря, на основе историй которых мы снимаем этот фильм. Поэтому, с одной стороны, наш фильм основан на совершенно документальной основе, но ты правильно сказал, это прежде всего художественный фильм, потому что мы рассказываем не хронику, мы рассказываем Настроение? мы рассказываем настроение, мы рассказываем эмоцию, мы рассказываем атмосферу, в которой, как нам кажется, зарождаются вот эти новые смыслы. Вообще, ну, сжатый так месседж этого фильма внутри нашей группы — это история о рождении новых людей, новой страны. Ну, вообще, я знаю, что не только ты вот из «Крымских татар» в этом фильме участвуешь, как главный режиссер, но и художник Шевкет Сейдаметов, очень талантливый человек, который действительно воссоздал вот этот аэропорт в этом таком павильоне под Киевом, да? И, наверное, у вас тоже речь заходит и с киборгами, и с актерами, и с твоей съемочной группы о Крыме. Вот что думают о Крыме эти люди, и тем более люди, которые прошли войну? Ну, в этом смысле мне повезло, если можно так сказать, потому что я окружен единомышленниками. Если для крымского татарина это, ну, открытая рана, да, вот такая, или для человека, который жил в Крыму, то я абсолютно уверен, по крайней мере, я получаю этому подтверждение, что и для ребят, и для воинов, и для тех, кого называют киборгами, это тоже очень болезненный вопрос, потому что аннексия Крыма, ведь это, ну, это почти физическое ощущение того, что у тебя отрубили там правую руку. Но у тебя есть ощущение, что люди, которые прошли войну, они крымские татары в их положении нынешнем понимают? Да. Да, по крайней мере, я имею честь дружить именно с такими людьми. Я, конечно, вижу, что, ну, это ведь не секрет, что тема Крыма, если для кого-то там болезненно, для кого-то не очень, а кто-то, ну, просто никак к этому не относится. Но ведь, наверное, такие геополитические, вот, такие тектонические разломы, да, которые происходят в нашей стране, наверное, это совершенно естественно, когда, ну, происходит вот такая вот четкая градация. Ты понимаешь или видишь, да, что, ну, очень часто как бы есть так две стороны, да, там кто-то очень четко понимает, что происходит, а кого-то это никак не задевает. Ну вот никак это не задевает. И, видимо, ну, поэтому вот такой формат, что ли, их жизни, да, что то, что происходит за стенами его дома, его круга, его улицы, его мало заботит, но это тоже данность такова. Ну, это данность, потому что война идет не на территории всей страны, и не все напрямую в ней участвуют. Но, по крайней мере, Может те быть. люди, с кем мы общаемся, да, а тем более люди, прошедшие войну, у меня тоже есть знакомые из АТО, да, им ничего объяснять про Крым и крымских татар не нужно. Да. Как приходится некоторым политикам, которые делают круглые глаза и говорят, а что вам, крымским татарам, вообще нужно? Ну, как бы аннексия, оккупация, ну, сколько это еще продлится? Мы слышим от властей, от многих там чиновников, депутатов, ну, это же бесконечно. Это международная проблема, которая когда-нибудь решится. Я когда слышу эти разговоры, я не знаю, как ты, но у меня просто, ну, вот от эмоций кулаки сжимаются, потому что жизнь проходит, и это жизнь живых людей. Когда такие, как там Пинчук, Артеменко, ну, вот эти депутаты все предлагают Крым сдать, продать, арендовать, я хотел бы понимать, как ты к этому относишься, к этим словам и к этим людям. Ну, то, что касается заявлений по поводу того, что Крым там надо сдать в аренду, ну, тут надо разделить на две части.
С одной стороны, это, конечно, вызывает лично у меня там, бурю негативных эмоций. С другой стороны, ну, если попытаться, скажем так, ну, как-то рационализировать, да, то, что ну, вот такого рода заявления, да, я прихожу к выводу, что это, ну, если не совковая болезнь, да, то это очень крепко держащие за ноги людей. Я уж не знаю, там, взаимные обязательства, бизнес, какая-то папка с каким-то там, не знаю... Компроматами. Компроматами. Да, с каким-то компроматом, наверное, из-за чего они там говорят вот так. Я сейчас не пытаюсь там оправдывать, я просто говорю про то, что ты абсолютно прав. Жизнь проходит. Люди, которые живут в Крыму, крымские татары, проукраински настроенные граждане, которых немало в Крыму, для них важен каждый шаг, каждое слово. Каждый звук, который из Киева доносится. Абсолютно да. верно. И, конечно, нам всем, и в первую очередь, людям, которые, ну, собственно говоря, избраны народом, там, в данном случае депутатами, да, депутатами Верховной Раде, государственным чиновникам нужно очень внимательно, очень бережно относиться вообще к каждому своему слову. Мне кажется, что самое главное, в первую очередь, ну, им определиться, а чего же мы хотим. Ну, стратегически, чего мы хотим. Да мы хотим вернуть Крым. Это самая большая проблема там. Да, ну потому что... На словах-то мы слышим все красивые речи, а когда доходит до дела, мы слышим сочувствие, озабоченность. Но нет, 3 года прошло, недавно было 3 года оккупации Крыма, мы не видим никакой государственной стратегии. Более того, мы даже не видим того минимально необходимого шага, который государство должно сделать по отношению к крымским татарам, попавшим в заложники к оккупантам. Да? Оттуда вывели войска украинские, но люди там остались, они хотят решения от власти, они хотят хотя бы для начала, чтобы приняли закон о коренном народе Украины, крымских татар. Этого нет. Вот на твой взгляд, что этому препятствует? Почему это происходит такое уже 3 года? Мне кажется, ну, я могу только предполагать, мои личные ощущения, ну, связаны с тем, что немалая часть депутатов, заседающих в Верховной Раде, это люди, у которых есть или бизнес, или, опять же, там, папка с компроматом на них, да, или аффилированный с ними бизнес, или те, ну, скажем так, серые кардиналы фракции, ну, которые контролируют эти фракции, да, в Верховной Раде, не настроены на то, чтобы крымские татары были признаны коренным народом, не настроены на то, чтобы крымские татары, в конце концов, хотя бы сейчас, да, в этот период получили, по крайней мере, в стенах Верховной Рады, да, и в душах крымских татар понимание и знание того, что крымские татары после освобождения Крыма получат национальную территориальную автономию в составе Украины. Очень многие из них, ну, ногами из Советского Союза, да, из этих договорных отношений. Если бы не только ногами, мне кажется, некоторые целым туловищем. Да, это так. К сожалению, это так. С другой стороны, ну, есть же понимание, что... А кто этих депутатов выбирал? Мы же с вами. Ну, мы же сами. Пока мы не научимся выбирать программы, четко их контролировать и от выборов к выборам, все же не делегировать депутатов, тех, которые не выполняют свои программные обещания. К сожалению, да, с одной стороны, это долгий процесс, но с другой стороны... вот я времени нет. Да, я понимаю, для меня это тоже, ну, очень большая боль, как для крымского татарина. Я, честно говоря, ну, не понимаю. Я не политик, я не государственный деятель, я говорю как крымский татарин, как режиссер, как артист, что я этого не понимаю, что мешает. Понимаешь, Ахтем, вот довольно, может быть, просто понимать действия, но очень трудно понять бездействие. На мой взгляд, сейчас какой-то период бездействия. Вот после того, как прошла блокада Крыма, которую организовали совместно крымские татары и патриоты Украины, ну, ты сам там был, знаешь, со всей Украины приехали, было такое воодушевление, что сейчас власть начнет бороться. 18 мая прошлого года, в день геноцида крымско-татарского народа, это для нас траурный день 1944 года, когда все крымские татары были депортированы со своей родины, вернулись только в конце 80-х годов, вот в этот день президент Украины Петр Порошенко выступил с очень, ну, я бы сказал, да, крутой речью. Он сказал, что Украина поддерживает крымских татар, что он лично инициирует процесс внесения изменений в 10-й раздел Конституции «Автономная Республика Крым», где будет Крым переформатирован на основе прав коренного народа, закона о коренных народах, о коренном народе Крыма, Украины, значит, переформатирован на крымско-татарскую национально-территориальную автономию,
И это было воспринято. Я был в этот момент на Чангаре. Там люди плакали, обнимали друг друга и говорили, ну, наконец, президент сделал то, чего мы ждали вообще все 25 лет в независимой Украине, будучи единственными, по сути дела, ну, силой такой проукраинской в Крыму, голосуя за все самые проукраинские партии и противостоя этому огромному русскому миру, который в итоге вот вылился в то, что сейчас есть, да. И вот прошло, скоро будет год, да, в мае, не инициировано ничего, рабочая группа не создана. Опять я не знаю, я, конечно, могу тебя спросить, почему, но у тебя тоже, наверное, версии нет. Но что надо делать, на твой взгляд, президенту, правительству, парламенту? Ну, что надо делать, ты, наверное, уже сам ответил. Потому что, Я слишком долго говорил, просто объясняя телезрителям, может быть, такую ситуацию. Я тебе скажу так, во что я верю. По крайней мере, пока. Мне очень хочется, чтобы вот до 18 мая этого года или в канун 18 мая этого года, чтобы президент нашей страны подтвердил своими конкретными действиями то, про что он сказал год тому назад. Я хочу верить в это. Именно действиями, не словами. Да, конечно, действиями, да. Я, конечно, понимаю, какое огромное сопротивление, наверное, и он как президент ощущает по продвижению вот этого закона. Причем не публичное сопротивление, потому что публично против крымских Так, татар а публично... и против их поддержки никто не выскажется. Так, да. публично никто и против реформ не выступает. Все же вроде за реформы, да, но они по очень многим причинам, иногда совершенно конкретным, иногда там непонятным, да, там очень часто пробуксовывают. Я очень хочу верить, я очень хочу убедиться в том, ближе к 18 мая, что все же будет внесен соответствующий законопроект по изменению в Конституцию. Хочу дождаться 18 мая, потому что, еще раз подчеркну, для крымских татар в особенности, и для проукраинско настроенных граждан в Крыму, да и для жителей Украины, вот недавний ток-шоу, да, политический, который я там кусочками смотрел, когда и Рифат Ага Чубаров выступал, и Ленур Ага Ислямов, да, выступал, и когда задавали вопрос зрителям в студии о том, поддерживают ли идея они создания в Крыму крымской автономии да, в составе Украины в конституционном. Да, если я не ошибаюсь, там в одном случае была поддержка представленного народа Украины, да, в этих студиях там 86%. 96%. 90%. Да. То есть, люди понимают, на да, самом деле, о чем то есть идет речь. что получается? Получается, что украинцы, не только этнические, мы сегодня все украинцы, да, вообще не имеет отношения к этому. Да, сегодня быть украинцем — это скорее цивилизационный выбор между прошлым и будущим. Они поддерживают это. Но это еще раз подтверждает, что украинцы — это гораздо пассионарнее, гораздо мобильнее, гораздо быстрее и понимают, да, и чувствуют необходимость совершения тех или иных шагов, чем, к сожалению, огромная, да, государственная машина. Я, опять же, может быть, как творческий человек, да, там склонен верить по большей части в свет в конце туннеля. Вот, я понимаю, что как много нужно сделать, как много нужно поменять в стране, в первую очередь, наверное, в властных структурах, для того, чтобы они соответствовали, да, вот тем чаяниям и той скорости, той мобильности украинского народа, которую он демонстрирует на протяжении вот как минимум последних 3 лет. Ну вот особенно, наверное, заметно в последний год примерно, да, как все-таки общество насколько опережает ту власть, которую оно сформировало на выборах и так далее. И власть отстает от многих сигналов, и крымско-татарских, и сигналов, связанных с Донбассом. И мы все время видим эту игру в догонялки, и политикам почему-то не приходит в голову, что нужно что-то самим быть паровозами изменений и паровозами каких-то действий. Да, наверное, вся история человечества изобилует такими примерами. Но вот понимая, да, такую непростую ситуацию, конечно, нужно разговаривать с людьми, конечно, нужно озвучивать, потому что питаться домыслами, да, на этих домыслах ведь возникает очень много страхов, тревог и недоверия потом к власти. И, конечно, нужно объяснять, почему там нам необходимо получать уголь там, с территории, неконтролируемой, да, там, украинской властью. Или
зачем нужно там принятие или не принятие определенных там законов. Ну, мне кажется, нужно вести очень, если мало, да, ну иногда я слышу, но мы же говорили, мы же через средства массовой информации говорили, значит мало, значит надо больше объяснять, значит надо каждый день выходить к людям и объяснять, почему совершаются определенные шаги, потому что общество ведь радикализуется. Я с большой тревогой наблюдаю. Но это опять из-за бездействия, из-за того, что люди видят вакуум действий. Я как раз Да. про это и говорю. Да, я как раз про это и говорю, что как только появляется любой вакуум, тем более в такой вот напряженной обстановке, он тут же начинает заполняться там с одной стороны, ну не с одной стороны, наверное, по большей части, российскими средствами массовой информации, которые по-своему это интерпретируют, которые говорят, а вот посмотрите в Украине, это, а вот там власть народ не Если бы слышит. это еще, Ахтем, были только российские средства массовой информации, мы знаем, что здесь есть и пророссийские политики, и пророссийские так называемые Да. эксперты, и пророссийские каналы Да. откровенно. Да, к сожалению, это так. И любая Это пауза так. в действиях нашей власти, она заполняется пропагандой, которую они транслируют в том числе через украинские СМИ и украинских спикеров. К сожалению, так. К сожалению, так. Этому, с одной стороны, наверное, тоже есть объективные причины. Ведь такое долгое время, не одно десятилетие, да, в Украине, ну, что говорить. Бывший министр обороны, да, там при Януковиче, абсолютно пророссийский персонаж. Бывший глава СБУ абсолютно пророссийский персонаж. Я уже молчу про президента бывшего, да, абсолютно пророссийский персонаж. Ведь мы даже, наверное, с тобой не можем представить, насколько здесь укоренилась эта разветвленная Мы сеть. просто это увидели в Крыму наглядно, когда состоялась аннексия, да, как все предали. Как вот эти все люди, которые гнобили крымских татар, никуда их не пускали, ни во власть, ни в СБУ, там, Но ни в понимаешь, полицию, ни в милицию, с никуда. крымскими татарами, с одной стороны, уникальная ситуация, потому что крымские татары имеют, к сожалению, имеют такой огромный опыт вот такого соприкосновения с государственной машиной, что, с одной стороны, есть некий иммунитет, да, на доверие, да, и есть возможность, именно потому, что там 70 как минимум лет жизни В оппозиции. в Советском Союзе, да, и в оппозиции к огромной государственной машине, пришло очень четкое понимание, наверное, ну, на уровне просто ДНК, пришло четкое понимание, возможность и способность различать правду от неправды, различать, ну, мягко говоря, вот такую вот позицию Иуды, который тебе смеется в лицо, да, но при этом совершенно абсолютно будет рад, если ты споткнешь, он тебя еще и подтолкнет. В Крыму, конечно, мы это видели. И для крымских татар это не было секретом. И потому, когда ты сегодня разговариваешь там ну, там, я, по крайней мере, разговариваю с моими украинскими друзьями, они ведь, наши друзья тоже сейчас начинают очень четко, да, вспоминать историю, которая была, историю взаимоотношений Украины, да, и Российской империи. И оказывается, что очень многие вещи-то, да, сегодня могут четко пониматься именно в контексте вот прошлых событий. Я очень хочу верить, правда. Я очень хочу верить, потому что, как говорила Голда Меир, иначе у нас нет альтернативы. И я очень хочу верить в то, что вот понимание того, что если мы все вместе, и государственная власть, и народ, не займемся державотворением, да, не будем совместно строить страну вот в открытом диалоге таком. Я сейчас не беру там какие-то вещи, про которые, ну, наверное, нельзя говорить. Там в связи там, с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то. Но есть вещи, которые там нельзя озвучивать, да. Но ведь большую часть-то как раз озвучить можно. Можно же убрать большую часть страхов. То, наверное, этот путь затянется. Чем быстрее мы поймем, наверное, все мы, что это все наша страна, что я — это страна, ты — это страна, что депутат, которого мы выбираем, который потом вот говорит такие страшные вещи, да, как там Сдать в аренду территорию. Да. сдать в аренду территорию, вот они и происходят, потому что, ну, мы же голосуем так, как бы выбираем там лучшее из худшего, да, или выбираем там симпатичное лицо или за какой-то паёк. Ну, это понятно, ты говоришь о выборах, о том, что вообще мы как бы научились свергать власть, но строить это труднее, чем свергать. И мы видим многих людей во власти, которых там, ну, не соответствует времени, ничему. Да, это вот. так. И недавно же, вот как раз перед третьей годовщиной аннексии Крыма, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев, величайший человек, я считаю, уникальный вообще для Украины и для мира, сохранившийся и живущий, и здравствующий, в общем, такой Мандела современности, да, который
всю жизнь посвятил борьбе и сидел в тюрьме. Они вышли на трибуну Верховной Рады, они прямо обратились к президенту и парламенту с тем, чтобы все-таки крымско-татарская автономия в составе Украины была учреждена, в первую очередь, как гарантия того, что Украина никогда Крым не разменяет ни на что, потому что свою землю со своим коренным украинским народом, который прописан в Конституции, нельзя сдать, нельзя продать в аренду, там, нельзя никаким образом разменять на что-то, хотя мы понимаем, что размен на Донбасс это отдать Крым, и Донбасс нам всунут только так, когда он будет выгоден Путину, когда он поймет, что вся Украина его. Потому что, на мой взгляд, не знаю, как ты думаешь, что цель Путина — это вся Украина, это отнюдь не Крым и не Донбасс. Конечно. Ну, для меня вообще эта история с кремлевским персонажем, ну, мы столкнулись с, там, условно говоря, в подворотне, да, с беспредельной шпаной, которая все твои потуги поговорить по-человечески воспринимает как слабость. Потому что он творит, это же видно. Но как только ты берешь его за шиворот и стукаешь головой об угол, хотя бы из-за страха к нему начинает приходить там, ну, по крайней мере, какое-то понимание. Но эти люди в себя придут, когда против них начинают действовать с позиции силы своей, а не с позиции того, что утихомирить агрессора там, и так далее. Это все не работает. Нет, это не работает и никогда это не работало. И потом, знаешь, там я прочитал недавно хорошее высказывание, сам как-то про это не задумывался. Ну вот когда говорят, да, Крым там потянется к Украине, когда в Украине, ну вот, там, условно говоря, наступит все будет хорошо, европейское будущее. Сам придет. Да, это тоже так. Но почему-то Калининградская область, Кёнигсберг, как-то не потянулась к Германии. Да нет, но это иллюзия. Это Курильские острова Японии как-то не потянулись. тоже не потянулись. Вообще, в случае добровольного возвращения территории, кому бы то ни было страны-агрессора, в истории мы не знаем. Да, я абсолютно согласен с тем, что Украина должна стать европейской страной. С верховенством права, социальными лифтами. Да, это необходимые условия, но недостаточные для возвращения. Недостаточно, конечно, недостаточные. Опять же, ну как ты у беспредельного бандита просто, да, благодаря чему? Благодаря, что у тебя станет красивая квартира, будет горячая вода. Он придет и заберет эту квартиру. Да, и он тебе скажет: ой, как ты хорошо живешь, давай я тебе верну все же в твою комнату. Награбленную. Но такого не будет. Я хочу обсудить еще одну тему с тобой. Просто, может быть, тоже не все телезрители еще знают, но буквально это 2 недели назад, да, произошло. Тебя выбрали руководителем предприятия, государственное предприятие так называется, да, но Крымский дом, как все его знают, это в центре Киева такое старинное здание, которое было отдано в интересах Крыма, чтобы там происходили всякие крымские дела здесь, в столице нашей страны. И вот тебя на конкурсе выбрали директором. В 2 словах, чем будет заниматься Крымский дом при директоре Ахтаме Ситаблаеве? Я скажу, опять же, то, о чем я мечтаю. Я мечтаю, чтобы на территории, чтобы вот сам Крымский дом стал прообразом того Крыма, в который мы хотим вернуться. Чтобы это был культурологический хаб, в котором будут рождаться новые смыслы. Я очень хочу туда привлечь как можно больше молодежи. Там будут различные направления, как уже существующие, там, ну, хореографические кружки, да, там представлена вся палитра Крыма, ремесел, да, Крыма, культура, ремесел, традиций, культуры. Я хочу, чтобы туда приходили лидеры общественного мнения, журналисты, которые бы проводили встречи, да, ну, в первую очередь, крымчане, а их немало на материковой Украине, чтобы на территории Крымского дома в том числе говорилось вот о том Крыме, да, о котором говорил когда-то Нуман Челебиджихан, что крымская земля благословенная, и места там хватит всем национальностям, всем конфессиям. Но мы с вами здесь сейчас на территории материковой Украины, на территории Крымского дома, должны как раз и очень четко для себя произнести и на примере Крымского дома, на тех событиях, которые там будут происходить, на том, как там будет выстроена работа, на том, что во главе угла будут стоять молодые, которые будут формировать будущую политику Крыма, страны. Да. Так это должно стать вот таким вот хабом, да, из центра которого будут расходиться, как волны от камушка, брошенного в воду, понимание того, что такое Крым, что национальная территориальная автономия крымских татар — это не страшилка. Это не страшилка, это необходимость для укрепления как раз страны Украины, что Крым
как на примере Крымского дома, может стать вот тем уникальным, наверное, да, экспериментом, что это может быть привлекательным не Крымский дом, а Крым с точки зрения инвестиций, а может быть и Крымский дом, с точки зрения рождения новых смыслов и с точки зрения того, что мы уже сейчас формируем вот ту элиту, мыслящую государственно, которым сегодня там по 18, по 20 лет, которые через 10-15 лет станут, собственно Знаешь, говоря, вот лидерами. я этот вакуум информации о Крыме и общения на крымские темы заметил, когда наш с тобой общий товарищ Ирфан Кудусов, когда он вот, единственный в Украине организовал крымско-татарский салон искусств, он там картины, там керамика, там различные работы, привезенные из Крыма и сделанные здесь нашими крымско-татарскими мастерами. Вроде бы это арт-салон, да, но туда ходят люди, которые с ним самим, с Ирфаном, разговаривают о политике. Они хотят обсуждать будущее Крыма. Ну так это ведь амбивалентные вещи. Да, это абсолютно связанные. Нельзя абсолютно в отрыве об искусстве говорить. Ты абсолютно правильно вот, говоришь. да. Ну, еще, как говорил Фрейд, если я не ошибаюсь, или Фройд, как говорят, да, что человека... Нет, Ницше. Человек опредмечен, предмет очеловечен. Мы, видя в арт-салоне того же Ирфана, да, видя какое-то замечательное изделие, там, сделанное мастерами, да, мы тут же это соотносим с народом. Мы начинаем интересоваться, откуда такое появилось, как это возможно, что это означает. И мы постепенно через это начинаем интересоваться. И вообще культура в этом плане, на мой взгляд, это такой базис, на основе которого мы как раз можем победить много страхов, можем очень многое рассказать. И самое главное, это инструментарий, который позволяет шить страну, не применяя ни оружие, ни палку, ни политические убеждения. Потому что это вот тот способ, благодаря которому мы можем очень много друг про друга узнать интересного и полезного. И потому я мечтаю соединить на территории Крымского дома как раз вот представителей культуры, ремесел, как я уже говорил, да, там, политики, журналистов, интеллигенции, политики. Да, да. чтобы это стало таким местом, в которое хочется приходить. Потому что там ты узнаешь новое, там ты обогащаешь, там ты понимаешь, что, оказывается, гораздо интереснее, лучше и выгоднее узнавать друг про друга, знать друг про друга. И тогда никто, будь как любая власть, которая захочет внести раздор в народ, который живет в этой стране, у нее ничего не получится. Потому что каждый человек уже с самого детства будет четко знать, что армянин, крымский татарин, украинец, русский, еврей, грузин, да кто бы ни был, что это такой же нормальный человек, у которого есть свои беды, надежды и страдания, да, и мечта о том, чтобы жить в нормальном доме, с нормальными дорогами, с хорошей Мне пенсией. очень не хочется тебя прерывать, но время нашей программы подходит к концу. Я желаю тебе успехов и в съемке этого фильма, очень важного для нашей страны, Спасибо. и в твоей общественной деятельности, и в создании Крымского дома, где все украинцы, и киевляне, и крымские татары смогут быть вместе, общаться, смогут чего-то добиваться и строить нашу будущую страну. Чок Сагол, Ахтам. Сау. Спасибо вам, телезрителям, за внимание. До следующих встреч.